Бул жерден биз азыр бүт экономиканы кантип башкарып атабыз, ошол жөнүндө биздин аналитиктер күн сайын карап турушат. Биз карап көрүп, эгерде кайсы жерде бир проблемалар боло турган болсо, ошого биздин балдар администрациядан барып, тактап, өзүнүн колунан келгенче ошол эркинен чечишет. Чече албаса, анда биздин жетекчилерге айтып, биз жетекчилер өзүбүз дагы бара алабыз да. Мына ошол эки жерге. Азыр башынан көрсөтсөңүздөр, мына биз жана Кумтөрдү албадык беле. Азыр Кумтөрдө 580 камера бар. Ошо болгон 580 камера аркылуу биз бүт Кумтөрдү карап турабыз. Бул жерде биздин аналитиктер отурат, кайсы кимдер кирип атат, кандай чыгып атат, технологиялык процесстер кандай болуп атат, машиналардын ремонтторун, мына мельницалар кандай иштеп атат, ким каякта жүрөт, кайсы машина келди, канча киши чыкты, мына ушул жерден биз Кумтөрдү көрүп турабыз да. Аны кагаз түрүндө эле мурун отчетторун ала берчи да. Анан жылына бир жолу Кумтөргө барчу. Биз болсо азыр мына 24 саат бою Кумтөрдү 580 камера менен карап турабыз. Мындан тышкары азыр мисалы кара кечени көрсөтсөк болот. Мына бүт камералардан бул жерде дагы баарын көрүп турабыз. Алып берген 50 машинаны дагы биз көрүп турабыз. GPS аркылуу бул жерден кайсы машина каякта жүргөнүн баарын көрүп турабыз да. Мына бул балыкчыга келгени, мына көрөкү GPS аркылуу биздин 50 машина каякта жүрөт, ушунун баарын көрүп атабыз. Көчөккө Минтрансқа келет, жакынкы 2-3 жылдын ичинде бир 600-700гө жакын техника алабыз, баарында GPS болот. Алардын баарында каякта эмне жумуш кылып жүрөт, мына көрүп атабыз. Бул балыкчыда, весовой контролунда азыр биз ушунун баарын байкап карап турган болобуз да. Ушундай эле стратегиялык объектилердин баарын көрсөк болот. Мына Токтогулда азыр бизде бир агрегатын ремонт кылып атабыз, мына суу сактагыч. Канча суу келди, жерден баарыңыздар сиздер да көрүп турсаңыздар болот, биз да көрүп байкап турабыз да, каяктан эмне болуп атканын. Мына дагы бир агрегатыбызды биз ремонт кылып атабыз, быйылкы отопительный сезонго дагы киргизебиз, плюс дагы 60 мегаватт алабыз. Мына бул эки жерден машинный залын да көрүп атасыздар, агрегаттар ремонт кандай болуп атат, ошонун баарын көрүп байкап турабыз. Суу канча келди, суу канча кетип атат. Ошонун баарын жерден көрүп турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мындан тышкары дагы бөлөк реалдуу сектордагы кайсы чоң объектилер болсо, ошонун баарын мына канча киловатт электр энергия бүгүнкү күнү чыгып атат, приток канча болду, расход канча болду. Биз уже сууну кышкыга өзүбүз уже топтой баштадык. Бир 12,5-14 миллиардка чейин топтой иштеп атабыз, суунун агышына жараша болот да. Ну это святая святых. Здесь мы видим и экономику, и движение товаров, и движение денежных потоков. Это очень удобно, если не сказать комфортно, для принятия правильных решений. Когда ты видишь это не на бумаге, а на самом деле в режиме реального времени, где что происходит. По ситуационному центру МВД мы видим всех нарушителей. Сама программа по узнаванию лиц, она видит всех тех, кого разыскивает сейчас на сегодня наша милиция. Они, если на базаре, если они на рынках или в других общественных заведениях, все, кто в бегах и все, кого разыскивает милиция, они в памяти, они сразу засекают, и патрульная служба выезжает и задерживает по горячим следам. Сейчас вот раскрываемость преступлений резко она выросла. Вы видите, мы все стратегические объекты видим, в том же Кумтөре сейчас 580 камер подключены к ситуационному центру, мы видим весь производственный цикл. И в карьере, и на руднике, и ремонтную базу полностью. Вот сейчас мы Беркиге келсем, вот столько контрольно-кассовых машин на сегодняшний день сейчас по Бишкеку. Вот как они работают, вот сколько их, где они работают. По номерам мы можем узнать, вот любой вы можете назвать. И вот мы с Яндексом договорились, Яндекс начал деньги платить уже в Кыргызстане за все свои услуги программного обеспечения. Вот мы видим, сколько машин такси сегодня вышло, и сколько каждая машина получила выручку, и сколько поступило в бюджет. Это вот по Яндексу мы видим. По контрольно-кассовым машинам откройте любое предприятие. Вот супермаркет Глобус, оказывается, он уже сегодня уже пробит. Все пробитые чеки мы видим, кто что купил, куда она уходит. Мы сейчас практически миллион, около 700 тысяч товарных позиций ввели в каталог. Если в соседнем Казахстане просто сахаросодержащиеся напитки, мы уже видим колу, фанту, спрайт, лимонад по отдельности.
мы уже видим вот, во всех магазинах, где выше 70 квадратных метров, мы видим, какая продукция там есть. Это нам очень помогает и в обеспечении продовольственной безопасности. То есть мы по региону видим, в каком магазине, в каком складе, какая продукция находится. То же самое по аптекам. Вот у нас, когда трагические события в Баткене произошли, мы не знали, сколько обезболивающих есть в аптеках, сколько бинтов, ват и так далее, и так далее. На сегодня мы закончили отслеживание всех содержания наркотических средств, лекарств, обезболивающие. Во всех около 2530 аптек есть, мы уже знаем полностью, какие лекарства, что есть, в части только наркосодержащих, наркотических веществ, обезболивающих. Ну, до конца года мы будем видеть все лекарства. То есть вот таким образом мы руководим и экономикой, и доходами, и расходами. Вот сейчас я могу вам показать Торгард или Иркиштан. Откройте, там можно. Мы сейчас закончили, сбили у нас, машины мы где отслеживаем? На границе пограничная служба отслеживает, потом Министерство транспорта, весовой габаритный контроль, и сама таможня отслеживает, потом таможенный терминал. Все по отдельности, но вместе наша аналитика и программа, она уже сбивает. Мы максимально приблизились по количеству машин, по весу. У нас остается вопрос по стоимости. Это в основном с Китайской Народной Республикой. Со всеми другими третьими странами мы уже приближаемся и по стоимости. В результате вот такой работы, когда становится прозрачным вход в нашу страну любого товара, а мы идем к тому, чтобы Кыргызстан становится целым весь виртуальным складом, и движение внутри этого склада мы видим по электронной счет-фактуре, по электронной товаротранспортной накладной, и выход, если внутри население покупает, это контрольно-кассовая машина. Если за рубеж уходит, обратно электронные счета-фактуры. То есть мы видим на сегодня движение денег, мы видим движение товаров, и, конечно же, видим прибыль, и видим, где идет неуплата налогов, где сокрытие, а где правильные, нормальные все платежи поступают. Вот это по ситуационному центру. Мы стараемся в каждом министерстве и ведомстве сделать вот такой ситуационный центр. Мы должны не только читать справки, но и видеть всю ситуацию в режиме реального времени. Где Торвард? Покажите, или Иркиштан. Вот, пожалуйста, мы видим номер машины, который сейчас он заезжает. Не только спереди, но и сзади мы видим эти машины. Вот, пожалуйста. Она фиксируется и начинается отслеживание. Мы сейчас запускаем навигационные пломбы. Все машины, которые будут к нам въезжать, будут осчастливлены навигационными, так называемыми умными пломбами. И мы будем видеть, куда она идет, внутри, в каком складе. А все склады мы тоже берем на учет, и товар где находится. Вот такая прозрачная система у нас уже налажена. То же самое по Торгард. То есть железнодорожные вокзалы, где пересекаются, аэропорты, они тоже объединены в одну систему самой налоговой службы, и мы эту же систему видим здесь. То есть как раз блокчейн-технологии у нас и работают. Невозможно там до конца дня что-то сделать, вечером исправить, а нам отчет отправить через 2 или 3 дня. В режиме реального времени все сканируется, все фиксируется, учитывается, и потом поступают наши налоги. Это где у нас? Да, вот, Бишкек-1, КТЖ. Вот мы видим всех тех, кто сейчас оформляет таможенное оформление товаров. Мы добились, что любой таможенный груз в течение 30 минут полностью проходит пограничный и таможенный все контроль. Мы ставим задачу, что в следующем году в течение 15 минут. Это показатель Грузии. Сейчас у нас 30 минут. Мы как бы уже сравнялись по Центральной Азии, но мы хотим сделать как в Грузии, а может быть и лучше, чем в Грузии. Сейчас мы Иркиштан расширяем, 4 полосы там будут, и Торгард будем расширять. Там тоже 4 полосы будут, и пересечение границ будут 7/24, без каких-либо праздников. Вот, пожалуйста, динамика поступления платежей, а это вот школы. У нас в МЧС создана цифровая карта и Министерство народного образования, сколько школ есть в Кыргызстане и где
Это отдельно, вот 2500 школ, и такая карта цифровая есть. И плюс вот те объекты, которые на сегодня строятся. Вот в Бишкеке 56 объектов сегодня строится, 23 желтыми это школы. Вы можете вот это дело в режиме реального времени посмотреть уже. Не только в Бишкеке, но можно и в Алае, если какая-то стройка идет, там тоже увидеть. Мы ставим условием, все, кто получает бюджетные деньги, должны подключить цифровую камеру, подключиться в наш ситуационный центр. И отсюда обеспечивается вот прозрачность. Эта школа совмещена уже с казначейством, сколько денег получили, какая компания получила. И здесь мы по расходной части тоже сейчас внедряем банковское сопровождение. Раньше строительная компания несколько объектов брала, деньги распылялись по чуть-чуть везде, на откаты собирались. Сейчас только какая школа строится, только туда. Если нужно, там 20 килограммов гвоздей, только на 20 килограммов гвоздей идет проплата. Если нужно 2 тонны цемента, 2 тонны цемента, 40 тысяч кирпичей, 40 тысяч кирпичей. Так как подрядная организация, она сдает смету, проект банку, и банк только платит по этой смете, сопровождает. Вот все объекты у нас здесь имеются. И самое главное, любое постановление правительства, это должно быть во благо нашего гражданина. Поэтому мы видим, как она реагирует. Вот мы приняли постановление, утвердили как положение, и как она уже потом внедряется в жизнь. Вот таким образом у нас появляется правильная оценка, а правильная оценка, она дает возможность принять правильные решения. Научный подход во всем. А Калбек Сулейкович, можно вопрос не по теме, но косвенно, да, он Да. связан. Вчера прошло сообщение, что США готовят возможные... Это запоздалое сообщение было. В 2022 году, по мнению казахстанской стороны, этот товар вышел от нас. Мы никаких доказательств от них не получили. Но совсем недавно была делегация с Евросоюза и с Америки. Мы превентивные все меры на сегодня применяем и будем применять в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и тем более не уходили туда, где есть санкции. То есть опасаться, что вот на этой неделе будут... Ну, по крайней мере, мы не знаем, вы понимаете, сейчас мир и ситуация так быстро меняется, тем более, когда большие страны что-то хотят, они мало когда спрашивают у кого-то. Но мы работаем, я думаю, мы в правильном направлении. Именно для этого я же прошу бизнес, уважаемые коллеги, берите электронные счета фактур, чтобы вдруг невзначай там что-либо другое не оказалось, чтобы перевозчик был гарантирован, что там не задекларированный груз есть. Если электронный счет фактура и ТТН есть, то машина из Бишкека достигает Москвы в положенные там 3-4 дня. А если там разнородный груз, и вы не очень сильно это зафиксировали, доверились кому-то, дали наличные деньги, это уже не проскакивает, потому что от нас товар сперва казахстанскую территорию должен пересечь, а потом только должен попасть уже дальше на соответствующую санкционную территорию. Ну, то есть сейчас опасаться предпринимателей, экономики... Пока я не вижу, почему мы должны этого опасаться. И я еще раз хочу сказать, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы поднять экономику, чтобы накормить наших людей. Для этого резко увеличивается товарооборот. Вот, например, когда эта делегация приезжала, потом я встречался и с послом, потом, вы помните, приезжал и президент Германии, Штайнмайер, господин Штайнмайер, уважаемый. И я когда с ними встречался, говорю, вот вы говорите, что у нас с 400 до 4000% увеличился экспорт из Германии в Кыргызстан. Я говорю, да, это так. Так вот за счет вот этой прозрачности мы начали оформлять эти ваши запасные части. Раньше вы поддакивали. Вы получали деньги, но отправляли товар и не фиксировали, куда она уходит, как она оформляется в Кыргызстане. Поэтому сейчас это закончилось, и мы все видим, эти все товары. Из 1,5 миллиона машин у нас, по-моему, чуть ли не половина – это немецкие машины. И запасные части к ним приходят. Я говорю, вот вы говорите, в 4000 раз там, процентов выросло. Какая общая сумма, вы знаете? Мы, говорит, не знаем. Всего 74 миллиона долларов. Я говорю, вы раскиньте на 800 тысяч машин,
запасные части. Я говорю, или ваши машины безопасных частей, они вечные, бессмертные, что ли? Они все улыбаются, говорят, а мы не знали, что всего на 74 миллиона. Мы думали, там чуть ли не на миллиарды выскочили. Я говорю, так надо до конца читать же эти все вещи. Поэтому я прошу и журналистов, конечно, тоже в этом направлении нам помочь.